Спасибо, Дастан Актисбекович. Ашербек Майдонович, я бы хотела обратить ваше внимание сейчас на обсуждаемый вопрос по сотрудничеству двух компаний сотовых, Кити Мобайл и Альфа Телеком. Я знаю, что этот вопрос обсуждается долгое время, и по Кити Мобайлу только о том, что у них есть радиочастотный лицензия на использование радиочастот, других пока сведений нету. И сейчас по, так скажем, интернет-пространстве «Открытая информация» написано, что Мегаком сейчас должен выплатить 345 миллионов суммов за договор о совместном сотрудничестве. Вот мне очень интересно, на каком основании вообще они должны заплатить 345 миллионов суммов. И вопрос, почему мы должны реанимировать какую-то неизвестную сотовую компанию Кити Мобайл, и Мегаком должен выплатить эти 345 миллионов. Хотелось бы узнать, рассматривались ли другие варианты сотрудничества. Например, может быть, было бы более целесообразным сотрудничество двух этих сотовых операторов в форме арендного использования частот Кити Мобайл Мегакомом, или сейчас, как называется, Альфа Телекомом, или полного отчуждения лицензии в пользу Мегакома за соответствующую плату. Сейчас, получается, Альфа Телеком должен заплатить 345 миллионов, и как они дальше будут использовать. Вот в связи с этим мне бы все-таки хотелось бы, чтобы вы рассмотрели предложение по поводу аренды частот, полный выкуп этих частот, и получить анализ экономический по поводу сотрудничества совместного. Проводился ли такой анализ? Что получит государство от этого? Какую выгоду? И попросила бы руководство Альфа-Телекома тоже выступить, ну, допустим, даже у нас на комитете с докладом по поводу эффективности данного предложения. Большая просьба, Ашербек Майдонович, чтобы все-таки руководитель Альфа-Телекома пришел к нам на комитет и рассказал перспективы этого сотрудничества совместного и что за компания Кити Мобайл, о которой мы, правда, ничего не знаем, насколько это выгодно государству вложить такие большие деньги. Потому что, я думаю, все-таки минусов больше, я смотрела их предложения, а плюсов должно быть, наоборот, больше. И все-таки какой должен быть баланс между плюсами и минусами? Я думаю, немножко, может быть, более тщательно изучить этот вопрос и не торопиться с оплатой таких огромных денег государственных, 345 миллионов.